ходила бы, здесь пчелки летают туда-сюда. Не боишься? Это уже запечатанный мед. Это уже, как говорится, все можно его забирать. Как говорится, можно в зиму оставлять. Вот это пчелам. Но в зиму нельзя. Почему? Сейчас это сухое лето у нас. Могут притащить пади сюда. Падевый мед. А падевый мед это гибель для пчелы. А для человека он полезный. У кого сахарный диабет, этот падевый мед помогает. Цветочная пыльца, перга, маточное молочко, трутневое молочко. Вот они, В рамочки. прошлом году сколько там был урожай? Ну, в прошлом году урожай был нормальный, я считаю. Вот. Нормально это как считается? В пределах 3 тонн, 2,5. Эти пустать. Меня приглашали китайцы. Им надо применение меда и всех продуктов пчеловодства для лечения. У меня даже договор с ними есть, но я не хочу с ними работать. Надо своих лечить, потому что наши люди болеют. А так спросом пользуется, да? А? Да, спросом. Лечение спросом пользуется. Ну, раньше первые поликлиники не где-то работали. Работали в Или спецполиклинике. клинику, С 2000 года Зоя Прокопьевна Горохова применила продукцию пчеловодства для пожилых людей. Она самая умная. Сейчас надо применить тоже для больных детей. Потому что наши, даже китайцы, они ночью пришли заключать договор, 12 часов ночи. Я еще такого не видел. Ночью. Это здесь или там? В Китае кормили. Видите, запах какой стоит? Чувствуете, да? Да, это фитотерапия называется. Есть. Мы собираем все здесь. И воск. Они в Хабаровске тащат за один день 15 килограмм. 5, 10. Но у нас тянут где-то 3 килограмма. в день. Да. Самое больше было 7 килограмм. Ну, 3 килограмма тащит. Должна быть здоровая семья. Не Это болеть. за день, да? А? За день где-то. Да, они могут за день вот это притащить. Но у нас таких медосборов нету, что липа дает 1000 килограмм гектар, только иван-чай. Вот она дает. А иван-чай, он такой капризный. У нас ночи холодные, вы заметили, не теплые. Вот только луга что-то дают. Тайга там уже нечего, с 15 июня. Да. Там ничего нет. Вот мы курсируем по Вилюйскому, а это уже здесь. А ваши пчелки до какого работают? Значит, работать до 9:30, потому что уже последние залетают 9:30, потому что уже холодно становится. Такого еще не было, чтобы уже в 9 часов был холод. Они садятся, Обратно прилетают. они все назад возвращаются. А когда если бы тепло было, работали бы до 12 часов. Ух ты. Как успеваете вы крутить это все? Ну, Качать. потихонечку, вот 4-й раз крутим. 4-й раз. За день? Нет, вот с 8 июня уже 4 раза качаем. Мгм. Там парень был в Амге, это Антон. Ну, там 10 семей держит, но, говорит, еще меда не видно было у них. А, нет еще. Да. Ну, пчела, как женщина, с ними работа, это ювелирная, Тонкая. тонкая. Не просто, что улей поставил и мед полился. Нет. Я занимаюсь 37 лет, всего добился. Даже в Китае, в Таиланде был, как говорится. Вы говорили, у вас дед занимался раньше? Да? Отец занимался. Но я Отец. закончил техникум Красноярска. Был на международном форуме в Владивостоке, пригласили, еще в Китае был, пригласили на международный форум. В 2019 был уссурийский общество пчеловодов. Но в этом году они говорят: Анатолий Иванович, приглашайте в Якутск. Я говорю, я приглашаю, но
А тут вирус, скорее всего, не будет. Это общество, хотели организовать общество пчеловодов. Ну, не знаю, может, до ноября месяца что-то и будет. На Камчатке держит, мы там организовали, значит, Владивосток, значит, Хабаровск, Камчатка и Якутск. Общество сделали. Так что фактически есть уже. И сейчас вот приглашают тоже, как говорится. Ну, я считаю, что надо заниматься. Значит, я считаю, будем осваивать, надо еще Арктику освоить и все. А на зиму надо давать сахар. Потому что мед разный у нас, от стальников уже, фактически вот эта жара, они уже шастают по этим тальникам. Так что обязательно давать сахар. Такие пчелы. Сколько-то положить сахару? Они не спят, получается, да? Или Спят. Они амбиозное состояние. Они не работают. Вот пчелы, которые вот это вот работают в поле, это уже старые пчелы, масло ложить 12 дней, 15. я имею в виду зимой? А зимой молодые будут там, которые не работали в поле. Я говорю, нужно еще и подкормить, и дать и пыльцу, дать и пергу, дать и мед. Вот такой мед дать. А не то, что там берут и начинают там. Она разовьется к осени. Если, как очередяне говорит, Если ничего не делать, как? да, уничтожить. Пчела божественна, будет человек наказан. Ее нельзя уничтожить. Она должна, если, как говорится, пропустил что-то, она умрет своей смертью. Ну, как серое нельзя убивать, как вот писали в газете какие-то чудотворцы. А есть такое понятие племенные пчелы? Есть. Есть, да? Вот они племенные стоят, которые перезимовали, которые берешь от них, делаешь отводки, я понаделывал. Однокорпусные там, говорится. То, что вы говорите, вот матку из Германии. Ну вот матку, вот они прислали, я вам покажу. Сейчас. Вот она работает. Подбери вот так. Вот. Она не тронет. Потому что она работает, как и человек. Да? Вот она. Вот она. Пчелы, Так-то чисто случайно, наверное, могут, да, как работать? но если духами обольются или не подмываются, тогда уже. Интересно, они каждый раз меняют, да, вот где куда войти, или у них какое-то вот понятие «мой вход». Вот этот дом. Если вы приехали ко мне, мы попьем чай, и вы уедете домой. А если я оставлю ребенка, он будет со мной. Так и пчелы. Молодые. Вот куча. Вот я в куче стою. Вот они. Вот я стою. Вот. Обалденный звук, ребята. И что они грызут? Они не грызут. Пусть сейчас даже новый закон вышел, уже забор не надо 3 метра, как раньше. Сейчас 2 метра забор и все. Вот такой штакетник. Пошлите дальше. Вот она и мама. Вот она. Вот она. Ну, это что-то с Видите, короной. Да, вот она, видите. Красивая. Да, вот она. Это у всех. Это карника, видите, она крупнее наших. Да и потом еще вот цвет морской волны, кругляшка же есть. Да, да, вот. Очень красивая. Вот так, чтобы и уже сеять. Вот. Есть. Вон они, видите. Делаешь крышечку. Ну вот, Это специальное оборудование. да, а пчелы потом. Тут что накапливается? А здесь накапливается эта пыльца.
На которые кругляшки. Да, вот она. Вот мы сняли. Вот, пожалуйста, свежая. Эта пыльца для чего особенно помогает? Польза. В нескольких словах можно? Эта пыльца помогает печени, почки, сердце, иммунная система, легкие, циститы, простата, кишечник, желудок, полиартриты. Это, как говорится, пыльца – это сперма мужских цветов, мед – это женские цветы. Здесь вся таблица Менделеева. Они заняты своей работой. Вот он. Здесь можете видеть. Не бойтесь. Вот сейчас отводите с поля, сколько прошло, отойдите. Вот. Ух ты. Наисвежайший мед, товарищи. Смотрите, консистенцию. Вот такой должен быть. Там 3 грамма. Не просто А вот мед с какого времени начинает вот густевать, сколько какой-то, или это тоже от качества зависит? Вот, чтобы там не говорили, что там какой-то, вот он мед. Они же сперва бывают вот такие вот жидковатые же, да? Ну вот он жидкий, да, вот он, вот он. Свежий жидкий. Вот свежий, вот он. Он очень целебный, потому что у нас цветы, вообще букет. Нету того там, что с одного какого-то растения, он, как говорится, они букет тащат. А мне спрашивают, а с чего они несут? Я говорю, я у пчелы спрошу. Нет. Почему не пользуетесь? Надо уже поставить, чтобы все 12 стояли со самого. Вот. Это вот снимается. Вот так. Я успела помешать. Лучший подарок, по-моему, мед. Это и ослик сразу поймет. Даже немножечко, чайная ложечка, это уже хорошо. Ну, а тем более полный горшок. Но мед это очень уж хитрый предмет. Всякая вещь или есть, или нет. А мед? Я никак не пойму, в чем секрет. Мед, если есть, то его сразу нет. Вполне. Хватило бы мне. Пока. Половина горшка. Так, куда это я собрался идти? Ах да. Вот горшок пустой. Он предмет простой. Он никуда не денется. И потому горшок пустой, и потому горшок пустой гораздо выше ценится. Конец своим страданиям и разочарованием. И сразу наступает хорошая погода. Когда тебе или ему, когда ну все равно кому. Только не мне. Подарит день рождения горшок из меда. Ото всяких, от болезней нету ничего полезней, чем пчелиный сладкий мед. Всем он силу придает. Ты пчела, я пчеловод, а мы любим мед, а мне повезет, с тобой мне повезет. Ты пчела, я пчеловод, а мы любим мед,
пчелы на все готовы, на все готовы. Ты пчела, я пчеловод, а мы любим мед, а мне повезет, с тобой мне повезет. Ты пчела, я пчеловод, а мы любим мед, а мне повезет, и в танцы унесет. Ты пчела, я пчеловод, а мы любим мед, а мне повезет, с тобой мне повезет. Ты пчела, я пчеловод, а мы любим мед, а мне повезет, и в танцы унесет. Где бы ты ни был, с кем бы ты ни был, небо поможет нам ярким рассветом. Все, что захочешь, себе подарю. Музыку, света, море, волну. Давай отложим с тобою дела. Музыка двигает наши тела. Сердце пронзила пчела. Я полюбила тебя. Мы просто пчелы, мы просто пчелы, на все готовы, на все готовы. Ты пчела, я пчеловод, а мы любим мед, а мне повезет, с тобой мне повезет. Ты пчела, я пчеловод, а мы любим мед, а мне повезет, и в танцы унесет. Ты пчела, я пчеловод, а мы любим мед, а мне повезет, с тобой мне повезет. Ты пчела, я пчеловод, а мы любим мед, а мне повезет, и в танцы унесет.